Начиная совещание, Михаил Илезов обратил внимание присутствующих на важный аспект консолидации электросетевого и газового имущества региона. Есть необходимость разработать комплекс мер на республиканском и муниципальном уровнях, организовать совместную работу Минимущества с главами администрации по инвентаризации электросетевого хозяйства. Это поможет выявить объекты, не принадлежащие сетевым организациям, осуществляющим деятельность на территории Ингушетии. Мы составляем перечень. Республиканский перечень составляет Минимущество, а вам нужно составить муниципальный перечень этих объектов. Значит, потом, вот сначала вы составляете перечень, потом по этому составу вам нужно будет, скорее всего, обращаться в суд. Вот, по одному перечню надо это сделать. Вы, обращаясь в суд, оформляете это имущество на себя. Потом мы с вами совместно это имущество передаем в Минимущество. Дорожная карта для проверки соответствующих объектов уже разработана. Проект включает в себя передачу муниципального электросетевого комплекса в казну региона для его последующего включения в хозяйственный оборот. В частности, как отметил вице-премьер, продажу или передачу его в аренду Россети Северного Кавказа. Сейчас бесхозные объекты не приносят никакой прибыли, не платят налоги, соответственно, не влияют на улучшение экономики Ингушетии. Передача на платное пользование поможет пополнить республиканский бюджет и сэкономить на ремонте оборудования при тех или иных сбоях. Если бы у республики была бы компания своя, энергетическая компания, которая у нас были бы какие-то свои традиции, культура вот этим заниматься, мы же этим не занимались никогда, вот. Тогда, может быть, было бы целесообразно оставить это у нас, все консолидировать наше имущество, республиканское имущество у нас в наших руках, передать в аренду, значит, налог платить самим. За счет этого создать какие-то рабочие места у нас и эту историю содержать. Вот. Но у нас нет этого. И не факт, что мы сможем эту работу нормально наладить. Впрочем, проверке подлежит и газовое имущество региона. Инвентаризацией бесхозного оборудования будет заниматься специальная рабочая группа из специалистов всех административных и муниципальных округов республики. Закончить процедуру оформления необходимо до конца ноября текущего года. Головной исполнитель этой задачи – это Минимущество. Мы настроены на 100% на решение этой задачи. Поэтому говорите какие-то объективные цифры, какие-то расходы. Подключайте кадастровых инженеров, других специалистов, разговаривайте с ними каким-то таким разумной стоимостью. Работайте с Минфином. Эту задачу по консолидации, оценке, оформлению, потом и конкурсу полностью курирует глава республики. Я лично буду докладывать по муниципалитетам и по Минимуществу эту задачу главе. Основным направлением качественного развития энергосетевого комплекса республики является и реализация мероприятий по энергосбережению в государственных учреждениях и муниципальных образованиях. Здесь, как отметил первый вице-премьер, в первую очередь необходимо выстроить работу по уличному освещению. На сегодняшний день для ночного освещения региона предусмотрено 116 миллионов бюджетных средств на 7 муниципалитеты. Но реальная сумма затрат составляет около 200 миллионов. В связи с этим нужно придумать меры по их снижению, разработать базу абонентов или установить датчики автоматического регулирования подачи ресурса. Как организована эта работа в других регионах? Кроме стратегических объектов, стратегические объекты, школа, какие-то важные объекты, в остальных районах свет после 12 или 11 ночи выключается. А у нас включили его в 7 часов вечера и до 9, до 8 часов свет горит. И эту работу надо срочно выровнять. Либо сейчас вам надо сделать так, чтобы у вас там просто один человек ходил, это все отключал вечером в 11 часов, 10 часов, в 11 часов. Принимайте решение горсоветом, райсоветом, во сколько вы будете отключать. Дальше мы с МРСК будем с октября месяца уже запрашивать отчет. И там должно быть реальное снижение у вас по потреблению. Основная работа по консолидации электросетевого и газового имущества только предстоит. Насколько ответственно и качественно она будет проходить, станет ясно уже на следующей неделе. Такие встречи в правительстве обещают проводить каждый понедельник. Жарадат Хулухоева, Ахмед Парчиев, Новости 24.